Так, и давайте, что такое кут? В тюркской, казахской культуре кут, я думаю, все помните, знаете эту фразу «кут болсын». Кут — это все самое лучшее, что тебе дается для твоей жизни. Сюда входит все: удача, успех, деньги, работа, образование, семья, дети, здоровье. То есть все подряд: квартира, машина, насколько у тебя будет достаток. Эм, Какое количество детей у тебя будет. А, Как теряет кут? Кут теряет, когда совершает преступление, когда кому-то закрывают дороги, когда кого-то обижают, когда сквернословят, когда, ну, в общем, творят всякую дичь, скажем так. Дальше. Кут теряет, когда обижают женщину, особенно если эта женщина его же, ваша жена, особенно если это женщина, многодетная мать, особенно если это женщина какой-то ремесленник творческой профессии, особенно если это женщина бахсы, шаман, емши, маг и так далее. Теперь кут считается, что он хранится вот здесь у нас наверху, поэтому мужчины, казахи, то есть у казахов было принято мужчинам носить постоянно тюбетейку. Будете смотреть разные старинные фотографии, иллюстрации и так далее, вы никогда не увидите мужчину без головного убора. То есть было так: тюбетейка носилась, и сверху надевался еще какой-нибудь там малахай, колпак и так далее. Так, дальше. Как получать кут? Самое легкое: вы идете в бахсе, как раз вот идете на обряд, получить то, что вы хотите, насколько это возможно. Бахсе создает кут. Есть такое: он создает кут, либо берет из вашего будущего, из будущего ваших детей. То есть зависит от того, ну, какой шаман, то есть как он работает, насколько он силен. Создается кут, и вы получаете, что хотите, то есть через обряды. Помимо кута можно, то есть это вы платите либо большие суммы, вот как раз это бахса создает кут, либо через жертвоприношение, когда вы оплачиваете за желаемое кровью. Так, дальше. Как еще? Легко теряется кут, когда вы оскорбляете любого человека с касиетом. Сюда входят и маги, шаманы, бахслар, сюда же входит емшелер, сюда же входят любые люди, и мужчины, и женщины, которые занимаются творчеством, потому что любое творчество — это тема касиет, особенно если это ремесленники, которые работают своими руками. Как создается кут? Кут генерируется очень легко женщинами. Женщины во время беременности, он у них создается и во время творчества. То есть любая творческая ремесленническая работа. Так, ну, еще раз повторяю: мужья, если вы обижаете, оскорбляете своих жен, если вы их доводите до злости, то буквально вас съедает жена, скажем так. Забрать просто так кут нельзя, только, ну, по крайней мере, у меня так получается. Кут можно взять, если разрешает ваш арахтар. Ну, это идет тема кун, плата. То есть, когда вы кого-то оскорбляете, кому-то закрываете дорогу, кого-то незаслуженно обижаете, то есть стоит вина, стоит цена, и арахтар легко отдает ваш кут. Так, код есть тот, который дается вам лично, и есть код рода. Есть прям род, который такой кут, то есть он такой счастливый, удачливый род, да, называют. Это когда в вашем роду был какой-нибудь деятель, который, допустим, дал свободу там целому роду, целому народу, помог выжить, то есть огромному количеству людей. Создал что-то такое, что, опять же, дало жизнь дофига людям. То есть он создал себе вот такой код. Сюда же входит, если в вашем роду, то есть были бахслар сильные, емшелер сильные, которые прям очень много людей спасли. Независимо от того, даже если это было платно. Сюда же входят всякие деятели искусств, ремесленники, которые тоже сотворили прям такие, скажем так, творили произведение искусства, скажем так. Вот как-то так, наверное. Вроде коротко сказала, надеюсь, вам ясно.